Возрождение осетинской промышленности – одна из главных задач руководства республики. Сегодня в Рио главы Тамерлан Агузаров встретился с представителями 3 предприятий, которые стали якорными в СКФО. Они могут рассчитывать на господдержку. Это центр «Баспик», завод «Топаз-2» и цех по производству красок «Мисунг». Все 3 выделили в рамках импортозамещения. Одним из лидеров в сфере электронной промышленности является «Баспик». Компания продолжает наращивать производство и расширять рынки сбыта. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня и имеет договоренность о сотрудничестве с рядом зарубежных стран. Есть возможность и расширять производство оптоволокна. Тамерлан Агузаров предложил компании составить план проекта, который можно будет представить на федеральном уровне и в перспективе включить в программу развития Юга России. «Топаз-2» в свою очередь занимается производством медицинского стекла и другой продукции. На реализацию проекта необходимо порядка 8 миллиардов. По словам Агузарова, сейчас таких денег нет, нужно сокращать бюджет. Третий проект – предприятие по производству красок и лаков «Мисунг». Фактически это единственный подобный завод в стране, но покупателей найти сложно. Бренд не раскрученный, поэтому клиенты предпочитают работать с зарубежными компаниями. Агузаров пообещал помочь с поиском контактов. В целом же, по словам в Рио главы, ситуация с промышленностью в республике плачевная. На Северном Кавказе по индексу производства Осетия на последнем месте. В 5 субъектах Северокавказского федерального округа идет вот какой-то рост индекса промышленного производства, то в 2 субъектах, это Карачаево-Черкесия и Северная Осетия, этот индекс идет на спад. Причем самый большой процент спада отмечается в Северной Осетии, и он составляет 24%. Это не мои цифры, это цифры северокавказские. Заметно лучше ситуация обстоит с сельским хозяйством. Северная Осетия способна обеспечивать себя мясом на 70%, молоком на 90%, а картофелем и вовсе на 155%. Недостаток в некоторых продуктах компенсируется завозом из соседних регионов и стран ближнего зарубежья. Тамерлан Агузаров подчеркнул, на данный момент мы не в состоянии обеспечить себя полностью продовольствием, несмотря на то, что потенциал у Северной Осетии есть. Есть определенные успехи, которые позволяют нам сегодня говорить о том, что все-таки сельское хозяйство остается основным сегментом экономики нашей республики. И я считаю, что сегодня мы должны все свои силы, все свои усилия направить на то, чтобы этот сегмент экономики развивался очень динамично. При этом до сих пор держится прозвище «Кукурузная республика». В Рио главы четко дал понять, что его такой расклад не устраивает. Такой имидж наши сельхозтоваропроизводители создали сами. Сейчас нужно это менять. По мнению Тамерлана Агузарова, нужно активнее выращивать фрукты и овощи. Сам временно исполняющий обязанности главы обещал всестороннюю поддержку со стороны руководства республики. Яна Гайгиева, Заурцеов, Осетия ТВ.